Сегодня в видео ты найдешь 50 самых крутых игр без интернета, как ты и просил, для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если любишь мобильные игры. Посмотрим, сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Ну а перед началом ролика я бы хотел попросить тебя подписаться на мой телеграм-канал. Там ты найдешь опросы по будущим роликам, подборки игр на выходные и важные новости, а также чат, который тебе всегда поможет. И ссылочка будет, как всегда, в описании. Ты Вуди, участник странного телешоу, где цель – уничтожить психику соседа. Сначала ловушки дома, потом поездка с ним в отпуск, чтобы продолжить. Звучит как план маньяка, но сделано весело. Мультяшный стиль, тонкий стелс. Реакция зрителей – это не просто игра, это парадокс. Ты творишь дичь, но за тебя все болеют. Как достать соседа? Это скорее как бы выглядела Пила, если бы ее снимали Том и Джерри. Пожалуйста, передай привет 6-му Д-классу. Без проблем. 6-й Д. Привет вам. Бодрый шутер от первого лица, где ты играешь за наемника, Хардинга. Без оружия – пинай. Нет патронов – кидай пушку. Каждый уровень – мини-выпуск. Выжить за 5 минут. С таймером. Визуальный стиль напоминает 13, но с уклоном на реализм. 27 миссий, спецзадания. И обязательный люк в конце. Инди, но сделано с душой. Подойдет фанатам коротких, но бодрых шутеров. Ты садишься в тачку и все. Глаза в экран, мозги в отпуск, скорость 300, трассы будто художник с бензином в венах рисовал. Апгрейды, как всегда. Можно превратить Солярис в Бэтмобиль. Музыка, будто тебя в Форсаж позвали. Правда, оптимизация иногда как в пробке. Фризит, лагает, улетает. Но если любишь дым от колес и прикольный саунд, тебе сюда. Не симулятор, не аркада, а просто довольно отличные гонки. Зомби-шутер с бодрым темпом и красивой графикой, разнообразные локации, улучшения, оружие, боссы. Каждая миссия, от легкой пробежки до настоящего адского рейда. Прокачка важна, без нее ты ужин. С ней ты аннигиляторная пушка. Помнишь такой мемас? Контроль точный, враги прут толпами, а визуал приятно насыщенный. Идеально для тех, кто хочет и пострелять, и прокачать себе дробовик мечты. Ты очнулся в мире, где нет ответа, тьма за дверью, шепот в наушниках, и только ты решаешь, что реально. Первый акт – это не просто вступление, а погружение. Каждое действие формирует новую правду. Ты ищешь разгадки, встречаешь страх и понимаешь, что возможно, а враг – это ты сам. Здесь нет четкого маршрута, только путь сквозь себя. Готов ли ты узнать эту правду? Продолжение культовой головоломки. Тебе предстоит строить башни, мосты и конструкции живых существ. Каждый шарик уникальный. Одни растягиваются, другие взрываются. Игра поделена на 5 глав с 60 уровнями. Геймплей – смесь логики, физики и кучи мемных звуков. Обновленная графика, новые испытания и все та же уютная абсурдность. Отлично подойдет для тех, кто хочет залипнуть с пользой и посмеяться над своей криворукостью. Привет, Лайк, какой у тебя телефон? Было бы интересно узнать. У меня кнопочный, по крайней мере в душе, а вообще Android, потому что я люблю свободу, хаос и кастомные прошивки. Значит так, ты девушка с дробовиком, катаной или телепортацией. Цель найти тайну, разрубить ее мечом, а потом пристрелить. Тут все, от научной фантастики до древних храмов, где люди почему-то улетают от удара ноги. Ты парируешь, стреляешь, машешь, прыгаешь, и все это за 5 секунд. Даже пауза в игре ощущается как ульта, анимация, как в трейлере Marvel, но ты реально играешь. Если Devil May Cry встретится Скотт, получится это, и ты в центре этого стоишь с катаной. Ты прыгаешь, мчишься, уворачиваешься от пил и прыгаешь по башкам динозавров. Иногда замедляешь время, иногда просто мчишь. Надеясь на реакцию. Никакой магии, только мужество и рефлексы. Это не гонка, это выживание. В ритме паркура. В целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Симулятор заключенного с кастомизацией, расписанием,
и планированием побега. Вам придется жить тюремной жизнью, посещать переклички, работать, общаться с заключенными. Главная цель – это сбежать с помощью инструментов, хитрости и, возможно, кооперации. Есть одиночный режим и мультиплеер по локалке. Графика пиксельная, но механики довольно продуманные. Отлично подойдет для тех, кто любит стратегии с изюминкой и творческим подходом к побегу. Аркадный экшон с открытым миром. Ты управляешь героем с паучьими способностями, лазишь по стенам, дерешься, качаешься на паутине и выполняешь миссии. Игра дает свободу действий. Спасай, исследуй, собирай. В наличии куча костюмов, включая кроссоверы с другими героями. Графика приятная. Игрушка подойдет тем, кто хочет залипнуть в свою Marvel-историю. Мир погиб, ты выжил. Теперь твой дом – это база. Твоя семья – напарники, твой транспорт – таран против мертвецов. Каждая локация – шанс найти еду или пулю. Каждый зомби – угроза или возможность. Ты ищешь не спасение, а способ продержаться еще день. Игрушка не просто про победу, это про выживание. Веселая, хаотичная и полная чернушного драйва. Тактическая пошаговая стратегия, вдохновленная героями меча и магии, но с современным подходом. 4 сюжетные кампании, каждая с уникальной атмосферой. Магия, юниты, территории, постройки – все в твоих руках. Пошаговые бои зависят от позиции, инициативы и грамотной тактики. Случайная генерация карт добавляет реиграбельности, красочная пиксельная графика, плюс музыка, атмосфера 10 из 10. Любишь думать, побеждать и строить империю? Тогда бегом играть. Ты решил покататься на лыжах? Отлично! Добро пожаловать в симулятор. Снег, боль, камера, экстрим. Хочешь слоупстайл? Хочешь трамплин? Можно взять параплан, улететь в закат или заехать за ограждение и найти секретную локацию. А можешь врезаться в другого спортсмена и улететь куда-нибудь. Физика реалистичная, природа прикольная, куртка яркая, все как в жизни. Только тут ты можешь себе позволить падать 100 раз подряд. Но не забывай, кнопка тормоза не для слабаков. Суровый выживач в постапокалиптическом городе, полном теней, страхов и зомби. Каждое действие несет последствия. Хочешь патроны? Рискуешь жизнью. Атмосфера гнетущая, локации опасные, улицы, подземелья, лаборатории. Геймплей – это стелс, крафт, выбор, кого спасти, а кого бросить. Мир не простит ошибки. Подойдет тем, кто любит выживание не ради фана, а ради ощущения «я дожил до утра». Лара Крофт снова в деле. Глубоко в джунглях Центральной Америки она находит артефакт. И, конечно, его сразу крадут. И теперь бог тьмы хочет поглотить мир. А ты с древним воином Тотеком должен пройти десятки ловушек, разгадать тайны, победить монстров и спасти человечество. Каждый шаг – это опасность. Каждое решение – головоломка. Это не просто Tomb Raider, это древнее зло на максималках. Но в целом прикольно, поэтому советую поиграть. Выживание, мистика, третье лицо и сюжет – все в одном флаконе. Ты детектив, Роза, проснувшаяся в неизвестной локации, женщина, которая предлагает сделку. Исследования, загадки, саспенс, ограниченные ресурсы и напряжение на уровне. В ремастере улучшили графику, интерфейс, анимацию, озвучку и геймплей. И, как по мне, подойдет фанатам Silent Hill. И тем, кто любит, когда игра не орет. Она просто давит. Атмосфера прям 10 из 10. Научно-фантастический квест «Герой». Роберт Фостер снова в деле. Ты будешь расследовать исчезновение людей в Юнион-Сити, где все под контролем ИИ. Геймплей – это исследование, продуманные диалоги, логические задачи. Игра затрагивает важные темы – свобода, личность, цифровой надзор. Визуальный стиль – это комиксы. Подойдет тем, кто хочет умного sci-fi с характером и историей. Мне прям понравилось. К сожалению, игрушка доступна только на Apple девайсы. На Android ждем, но на самом деле уже довольно долго. И скорее всего она там не появится. Поэтому если у тебя Apple девайс, то бегом играть. Выживалка с видом сверху и уникальным стилем. Ты играешь за Уилсона, на этот раз кораблекрушенца. Геймплей. Исследуй острова, строй лодки, добывай ресурсы,
Следи за голодом, разумом и погодой. Ураганы тут как утренний дождик. Из фишек можно выделить: это новый биом, то бишь тропики с акула-свиньями и ядовитыми тучами, динамическая смена погоды и сезонов, гибкая система крафта и сюрпризов, от которых зрачок дергается. Круто, сложно, атмосферно. Готовь рагу и плыви дальше. Ты заходишь в игру, у тебя нет ничего. Через 15 минут ты полностью одет и полон ресурсов, с киркой, которая рушит скалы. Быстрее мысли, рубишь дерево, добываешь руду, строишь дом, бьешь мобов, прокачиваешься. И это все одновременно. Геймплей — это 70% добыча, 20% бой, а 10%. А что, если я построю ферму рядом с вулканом? Подземелья? Да. Боссы? Да. А еще головоломки, квесты, шапки и ощущения, что ты случайно прожил в игре 8 часов подряд. Это как Майнкрафт, но в 2D. В общем-то, идеально. Ролевая стратегия в формате «Трон и ответственность». Ты король Эрик, правитель Давера. Каждый день решаешь судьбы, разбой чудовища, споры, интриги. Ресурсы ограничены, союзники капризные, а враги коварные. Есть система помощников, это генералы, ведьмы, ну и так далее. А сюжет с поворотами, выбором и последствиями подойдет тем, кто хочет править с головой, а не мечом. JRPG в лучших традициях жанра. Аниме-герои, древние артефакты, расы в конфликте. Игра предлагает масштабную тактическую боевку с управлением отрядами, возможностью вербовать и развивать союзников, собирать артефакты и использовать их силу. Графика тут переработана, интерфейс стал удобней, а анимация эффектнее. И эта игрушка подойдет любителям глубоких, пошаговых боев и сюжета в стиле «Спаси мир». Но сначала разберись в меню. В целом кайфово. Он устал от офиса, суеты, одинаковых дней. Он купил фургон ржавый, скрипящий и поехал туда, где лес шепчет, где дороги уходят в горизонт. Каждая остановка – история, каждый ремонт – шаг к новой жизни. Ты не просто ездишь, ты находишь себя. И может именно на этой парковке у костра начинается настоящее приключение. А вообще крутой симулятор, поэтому советую поиграть. Какой твой любимый суперзлодей? Суперзлодей — это скорее не персонаж, это будильник в понедельник. Но если по классике, беру доктора Осьминога. Он хоть и злодей, но руки у него точно растут откуда надо. Кстати, ты тоже можешь написать в комментариях своего любимого суперзлодея. Будет интересно почитать. Экшн-шутер с видом от третьего лица. Ты в команде спецбойцов отбиваешься от орд зомби, исследуешь зоны, выполняешь задания. Игрушка предлагает апгрейд героев, обилие пушек, расходников и бодрых зомби-боссов. Есть сюжетный режим и коп для игры с друзьями по локалке. Она подойдет тем, кто любит динамику, выживание в команде и просто экшен без лишней философии. Атмосферная инди-игра про исследование природы, без сражений и задач. Ты создаешь персонажа, гуляешь по открытому миру и просто наслаждаешься видами. Есть смена погоды, времени суток, детализированные животные и анимация. Можно вселяться в медведей, птиц, оленей и смотреть на мир их глазами. Отличный выбор для любителей медитативного геймплея и визуального релакса. Да и просто тем, кто устал от экшена и хочет просто побыть один. Реалистичный симулятор вождения с огромной картой, несколькими режимами, точной физикой движения. Задача игрока – строго соблюдать ПДД, не превышать скорость, выполнять задания и наслаждаться проработанным миром от первого лица. Присутствует смена дня и ночи, трафик, погодные условия. В этой игре ты точно почувствуешь себя водителем в большом мегаполисе. И вообще как неплохой вариант попрактиковаться в знании ПДД. Поэтому советую поиграть. Raccoon City. Вирус вырвался на свободу. Люди сходят с ума. Ты Джин Валентайн. Последний шанс на спасение. Последний выстрел в патроннике. Последний выход из города, где каждый уголок – это гибель. Но ты не одна. И все идет по плану. И у тебя есть только два выбора – убежать или сражаться. Resident Evil 3 – это не просто хоррор. А
Авиасимулятор с упором на реализм, графику и глобальный охват. Десятки самолетов, от гражданских до военных. Каждая модель с проработанной кабиной и органами управления. Больше 30 тысяч аэропортов со всего мира, включая реально взлетно-посадочные полосы и пейзажи. Фотореалистичная графика, динамичная погода, смена времени суток подойдет и новичкам, и фанатам сложных симов. Это не просто игра про полеты, это симулятор мечты о небе. Атмосферная приключенческая игра с элементами выживания и хоррора. Ты рыбак в забытом архипелаге. Ловишь рыбу, продаешь ее, улучшаешь лодку, исследуешь темные воды, но под поверхностью не только треска, ночь. Реальная угроза. Каждая локация – загадка, геймплей, смесь менеджмента, рыбалки, навигации и легкого безумия. Подойдет тем, кто любит мрачную атмосферу. Тишина, особняк давно покинут, но что-то внутри все еще шепчет. Ты идешь по следам, письма, картины, запертые двери. Тени приходят, когда ты дрожишь. Они питаются эмоциями, и твой страх – их пир. Выбраться можно, но только если перестанешь бояться самого себя. На самом деле очень крутой хоррор. Он просто хотел выйти во двор, но его посадили под домашний арест, а родители строго следят. В комнате уроки делаешь, но он упрям. За дверью друзья, за углом свобода. Ты не просто играешь, ты планируешь побег века. И каждый шаг – это миссия. Тихо, дверь скрипит, и игра начинается. В общем, если не играл в нее, то советую как минимум взглянуть. Она не так давно была дико популярна. Динамичный 2D-платформер с элементами рогалика. Главный герой подопытный, сбежавший из лаборатории после провального эксперимента. Каждый забег уникален. Случайное оружие, лут, враги и расположение ловушек. Есть одна жизнь, но с возможностью сохранить пассивные умения между гибелями. Можно играть в стиле в лоб или в тени. Выбор, как обычно, за тобой. Отличный пиксель-арт, бодрые саундтреки и адреналин. Короче, кто не играл, очень советую. Психологический хоррор-шутер от первого лица с элементами сюрреализма. Ты играешь за терапевта, который через сознание девушки проникает в искаженный мир монстров. Геймплей – это интенсивные перестрелки, выживание, экономия ресурсов, повествование через диалоги, книги и сны. Игра предлагает достойный графон, мрачные коридоры и наплывы врагов на открытых аренах. А это у нас гоночный симулятор с упором на реализм, кастомизацию болидов и динамичные заезды. Тут будет реалистичная физика, смена погоды, пит-стопы, 5 режимов камеры, а кастомизация позволяет настраивать болид под себя. К тому же тут приятная графика, плавные анимации и главное – кайф от скорости. И к тому же подойдет и новичкам, так и фанатам Формулы-1, особенно если хочется погонять на мобилке. Инди-игрушка с видом сверху, но по сути это интерактивная драма с потрясающим сценарием, где два ученых перезапускают воспоминания умирающего человека, чтобы подарить ему жизнь мечты. Перед смертью механика тут проста. Квест, диалоговые сцены, простые головоломки, музыка просто кайф. История пробивает даже железных. Для тех, кто ищет сюжет, чувства и настоящий катарсис. Это не игра, это опыт, почти литературный. Короче, советую поиграть. Он старший, он сила, защита, опора. Он младший, страх воды, наивность, надежда. Они идут вместе, через горы, через леса, через боль. Отец умирает, и все, что у них есть, это они, друг у друга. Ты не выбираешь одного, ты будешь играть теми обоими. И когда один отступит, другой должен сделать шаг, даже если он этого боится. Игра как сказка, только та, что остается в сердце навсегда. Вот как предыдущая, но только сюжет чуть другой. Но в целом тоже очень атмосферно. Ты хакер, но не с ноутбуком и пиццей, а с камерами и паранойей. Твоя задача – помочь девочке по имени Ху сбежать из антиутопии.
где за чтение книг тебе могут выдать премию. Навсегда в подвал. Ты не управляешь напрямую, ты указываешь ей путь. И да, чтобы пройти одну комнату, ты можешь отвлечь охрану, кофемашин, открыть вентиляцию или тупо запереть их. Короче, это Metal Gear на Android. Это Metal Gear на Android и что-то связанное с Оролом. И философией Орола, ну прям без шуток. Прикольный платформер с упором на боевую механику, тайминги и контроль времени. Ты Саргон, герой нового поколения, владеющий не только мечами, но и возможностью перематывать события, замедлять врагов и прыгать сквозь порталы. Геймплей — это паркур по стенам, акробатика, комбинируемые атаки, тактические приемы, загадки и ловушки. Карта тут огромная. Стиль — это восточный фэнтези с яркой анимацией и крутой боевкой. В целом неплохой принц Персии получился, поэтому советую поиграть. Ты вор. И не просто вор, а тот, кто крадет микроволновки, картины, PlayStation 5. Играешь по стелсу, как ниндзя в капюшоне. Видишь камеру? Ползи. Охранник? Брось кружку, отвлеки. Хочешь хардкора? Укради тостер на глазах у пса. Ты прокачиваешь. Потому что здесь главное не шуметь и не обронить вазу за 100к. Ты приходишь на фабрику игрушек, но вместо плюшевых мишек тебе навстречу идет Хаги, который давно не ел. Твоя задача — решать головоломки, найти улики и выжить. Но по факту бегать от монстра, включать рычаги, надеясь, что не появится она. А играть приходится выдвижными руками. Удобно, когда нужно достать ключ. Менее удобно, когда монстр хватает тебя за лицо. Короче, фабрика как была адом, так и осталась. Только теперь с новым уровнем. И ой, что это там за дверью? Игра в жанре стелс с необычной концепцией. Вы уборщик мест преступлений. Каждый уровень — референс к 70-м и настоящим криминальным историям. Геймплей: передвигайтесь по локациям, убирайте кровь, прячьте трупаки и улики, избегайте полицейских. Тем не менее, в игре важен ритм, скрытность и правильный маршрут. Каждая миссия — это почти танец. Если хотите нестандартного стелса, без кровавых перестрелок, попробуйте побыть чистильщиком в этой игре. Вы помните, как впервые угнали машину в GTA 3? Или много раз пытались пройти вертолетик в Vice City? А как прыгали с парашютом в Сан-Андреас? Теперь это все доступно в нашем кармане. При этом с обновленной графикой. GTA 3 — это тот самый первый раз в 3D, где любой бордюр — вызов, а свобода действий сносит крышу. Vice City — это не просто город. Это стиль, гавайская рубашка, музыка 80-х и Томми Версетти, который пришел взять свое. Кстати, GTA 6 будет в Vice City, на секунду. А Сан-Андреас — это целая эпоха. Велосипеды, гетто и культовая фраза. Тут довольно неплохая графика, удобное управление. И все они адаптированы для наших мобилок. Хочешь угонять спорткары, прыгать с моста или просто слушать радиостанции? Тогда добро пожаловать обратно. Короче, если хотел перепройти GTA-шку, то пожалуй, сейчас самое лучшее время. Мистический хоррор. От первого лица мы попадаем в ловушку. Это бесконечный сон, в котором смешались воспоминания, страхи и фантазии. Геймплей у нас — это исследование комнат, решение головоломок, нахождение предметов и как-нибудь попытаться вернуться обратно. Каждая дверь — либо новая часть сна, либо новый страх. Графика рисованная и мрачная. Атмосфера на уровне Silent Hill. Для тех, кто любит погружение в сюжет и загадки в духе «А что, если это реально?», точно понравится. Это у нас космический хоррор на разрушенной станции, где в тени охотник, умный, быстрый, безжалостный. Ты не герой боевика, а инженер с хорошей памятью и плохими шансами. Скрывайся, планируй, отвлекай, выбирай путь и не делай шума. Каждое решение важно, ресурсы ограничены, а игра будет нагнетать с каждой минуты все больше и больше.
Приключенческий экшен с открытым миром, в котором ты играешь за таинственного лучника, освобождающего проклятую землю от тьмы. К особенностям можно отнести: это стрельба на бегу, гигантский орел-спутник, отсутствие карты и интерфейса, ориентируйся только по интуиции, платформинг, боевика, загадки, тотемы, все переплетено. Игра про исследование, стиль и ощущение полета. Короче, необычно и вроде даже прикольно. Темный экшен-РПГ в духе Dark Souls, но на мобилке и без лишнего пафоса. Геймплей, тактические сражения, парирование, управление выносливостью, графика топовая, локации готические и стильные. Есть 4 персонажа с разными стилями, а сюжет темный, туманный, философский. К тому же в будущем разработчики обещают кучу DLC. И в общем, если хочешь серьезную игру без доната, рекламы, тогда это твой выбор. Ты идешь, и вдруг замечаешь, надпись поменялась. Или лицо у человека довольно странное. Скримеров нет, но жутко капец. Тут не пугают, тут смотрят. Игра учит быть внимательным, даже к малейшим деталям. Пропустил один, все, ловушка. Короче, симулятор паранойи в коридоре, или точнее в подземном переходе. И к тому же это работает на все 100. Басим Воришка. Охотник. Он бежит от прошлого и оказывается в сердце древнего ордена. Символ веры. Его новый путь. Но видение прошлого все еще преследует. Он погибает в тени. Но тьма внутри него – это не история о мести. Это история об истине и цене, которую придется за нее заплатить. Сюрреалистичный квест с рисованной графикой. Сюжет. По сюжету детектив получает странное письмо и оказывается на острове, где все жители после выхода из больницы теряют память. Исследования, сбор, предметы, головоломки, беседы и поиск связей. Твоя задача – восстановить цепочку событий и понять, что здесь на самом деле происходит. Атмосфера здесь тревожно-сказочная, с элементами психологии и метафор. Игра заставляет не просто кликать, а думать. Но это у нас симулятор вредного кота. Ты попадешь в разные локации. Это дом, гараж, улица и мясная лавка. В каждой будут уникальные миссии. Сбросить предметы, включить телек, спрятаться от бабули. По геймплею это стелс плюс паркур плюс чистый кошачий анархизм. Система наград. Это рыбки. На них можно будет открывать новые фишки. Визуально довольно просто, но эффектно. И вообще идеально, чтобы залипнуть. Ты играешь за Боба, чувака, который не умеет ни ходить, ни хватать, но постоянно решает задачи как инженер. И фантазия космонавта. Физика тут такая. Ты хочешь подняться, а падаешь. Ты хочешь нажать на кнопку, а хватаешь телевизор. Короче, это симулятор. Как все пошло не так, но получилось круто. Если ты обожал в детстве строить башни из подушек, эта игра точно для тебя. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это захватывающий космический шутер, который отправит вас в эпичное путешествие по космосу. Выглядит очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также подписывайся на мой ТГ и смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.